Добрый день, вы смотрите передачу «Акцент». Сегодня в студии работает журналист газеты «Саха-Сырья» Марианна Тыртыкова. А в настоящее время ледовая переправа закрыта, но тем не менее каждый год находятся смельчаки, которые, рискуя собственной жизнью, переправляются на другой берег. Хотя говорят, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, но тем не менее мы сегодня поговорим, как можно предотвратить подобные случаи. Николай Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Помогают ли навигационные устройства находить потерявшихся в тундре или тайге людей? При переходе через реку как можно распознать места быстрого течения и выхода родников, а также другие потенциально опасные места? Позволяет ли костюм-поплавок сохранять тепло, а главное жизнь человеку, если он провалился под тонкий лед? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в передаче «Акцент». Ежегодно до открытия зимней переправы бывают случаи, когда люди и техника, к сожалению, проваливаются под тонкий лед. Расскажите, пожалуйста, как можно принять меры безопасности в этих случаях? Ну, вообще у нас республика очень большая, да? У нас 700 тысяч рек, озер, поэтому на каждом водоеме не поставишь там спасателя, там какие-то предупредительные знаки. Нам вообще, вот, живя в экстремальных условиях, нам надо всем миром, да, повышать культуру безопасности. У нас привыкли на авось люди жить, и в советское время, и сейчас так продолжается. Вот пристегивают ремни, да, в машине, когда увидят ГАИ, да, а спасательный жилет одевает, как будто, когда на горизонте там ГИМС увидит. Так же, да, на самом деле. А вообще, если подумать, эти же жилеты даются для того, чтобы спасти своих близких, родных, пристегнуться ремнем, значит, шанс оставить живым, ну, своих самых близких людей. Поэтому, ну, постепенно должно это входить в голову каждого человека, чтобы сам тоже понимал, ну, ценность своей жизни, своих детей, и принимал какие-то меры предотвратить это. А как можно распознать места быстрого течения, выхода родников, а также других потенциально опасных мест? Ну, вообще ясно, что ну, толщина льда имеет, ну, большое значение, да, для того, чтобы организовать какой-то переход там. Сейчас вот рыбаки, ну, азарт гонит их, они на первый лед выходят. Но надо учитывать то, что лед должен быть больше 7 сантиметров, чтобы человек вышел. Да? И сантиметров 12, чтобы снегоход мог по нему ехать. А что касается автомашин, то там толщина должна быть, ну, для маленьких машин там 25 сантиметров, ну, легковые 30 сантиметров. Поэтому, ну, самим надо как оценивать ситуацию, и зачем рисковать. И иногда говорят, что вот на ту сторону реки поехал, там надо было там справку взять там, или что-то там. Но смерть человека или справка, справка может подождать 2-3 дня, да? И безопасно это, ну, провести эти работы. Поэтому, ну, учитывая это, надо беречь свои жизни. На севере оленей принято чипировать и с помощью спутника отслеживать их миграцию. Да? Ну, человек, конечно, не олень, но возможно ли оснащать людей, собирающихся в дальнюю дорогу, подобным навигационным устройством, чтобы в случае, если они сбились с пути и есть родные, да, могли их легко найти? Вот я думаю, вот если бы подобное устройство было бы в Анабарском улусе, возможно, людей нашли бы быстрее. Как вы думаете? Ну, вообще у нас очень много и зимников, да, и дорог, которые даже не скажешь зимник, а там направления между населенными пунктами, которые, ну, люди вынуждены преодолевать своим транспортом. Сейчас я бы посоветовал обратить внимание, есть спутниковые, ну, как у нас раньше говорили, пейджеры. В отличие от спутникового телефона, они, во-первых, дешевле и такие неубиваемые, и, во-вторых, там связь двухсторонняя. Спутниковый телефон из-за дороговизны
Даже спасатели используют его в одну сторону. Когда сами позвонят, у нас есть условленное время выхода, там раз-два в сутки. И до этого мы не знаем, что с этой группой. А со спутниковым пейджером мы со спасателями пробовали на дальних рейсах. Там результаты очень хорошие. Правда, разговариваешь смс-ками. А подобный пейджер, он сколько стоит? Я вот сейчас не знаю, но около 40 тысяч стоил. Но по сравнению с тем, что стоит жизнь человека или организация поисков, мне кажется, она стоит того, чтобы присмотреться. И дело в том, что вот когда вот такие несколько установок были бы в каждой там КЧС района, они могли бы передавать тем, кто выехал в дорогу. Кстати, да. Да, и у дежурного, и у любого другого человека, где есть интернет, он по онлайн может проследить ихнее передвижение, с какой скоростью, в каком направлении, где стоят там. И даже можно, увеличивая масштаб, вообще посмотреть. Мы, когда пробовали на поисках этих ступеней Роскосмоса, спасатели выезжали, и я видел, где они остановились, сидя у себя в кабинете, и дежурный видел. А потом ребятам не понравилось то, что я сказал, почему 3 раза заходили в такой-то магазин. Но самое главное, да, что кто-то там, родственники или кто там, доверенные там люди, они бы знали, где человек находится. А скажите, пожалуйста, вот зарядки подобного устройства, то есть пейджера, на сколько часов хватает? Это на неделе. То есть на неделю, да? Да. Электричество не нужно, вот заряда хватает ровно на неделю. Да, он может подзаряжаться. А в тех местах? Для дальнобойщиков, мне кажется, очень нужное дело. Потому что когда приходит заявление в службу спасения, у нас очень мало информации. Заявление из Нерюнгри, что человек поехал на КамАЗе в Эвена-Батантай и пропал, и найдите и спасите. Это надо очень большую работу проделать. Он проехал Чурапчу, проехал Лихандово, там. Это, теряется время. А с такой штукой уже видно было бы, где он там застрял, на какой переправе или там на наледи. Поэтому, безопасность, конечно, была бы на более высоком уровне. А в тех местах, где нет зоны покрытия интернет, этот пейджер, он работает? Он работает. То есть везде? Везде работает. По всей республике? По всей республике, хоть в Африке. СМС-ку отправляешь и переговариваешься. Бензин кончился или там запчасти. Очень здорово каждому муниципальному образованию, каждому наследию приобрести подобное устройство и передавать из рук в руки людям, которые отправляются в дальний путь, да? Да, и в принципе вообще для нашей республики, да, нам немного надо ломать эту систему реагирования на ЧС. Мы научились спасать, да, огромные паводки были. Даже можно с Краснодарским краем сравнить. Там, после дождей реки набрали воды, но не обошлось там без человеческих жертв. Там 6 или 8 человек потеряли. Да? Там на карте этих рек-то не видно. А наши-то реки огромные, они разливались там по 30 километров в ширину. И вся система РСЧС, она сработала, и погибших нету, самое главное. Да? Помогать, спасать научились и помогать. Аварийно-восстановительная работа в короткие сроки, там огромные деньги вложили, но успели до зимы, по большому счету. Но у нас нету понимания и нету затрат на предупреждение, на профилактику, к сожалению. Это делается только там на общественных началах. Я прошу спасателей, например, перед школьными каникулами, каждому пойти, найти класс и провести работу по, например, по операции «Тонкий лед», чтобы предупредить. Раньше мы пацанами были, как школьные каникулы, на коньки и там гоняли там. И, конечно, нас никто не предупреждал.
А сейчас надо... И дети, они более такие компьютеризированные, немножечко это, ну, в виртуальном мире живут. Их надо, ну, учить. И везде, вот я говорил, много у нас водоемов. Это просто в голове должно быть понимание по обеспечению безопасности. И сюда надо вот СМИ и так далее, вот то, что вы передачу, вот акцент делаете именно в этот период, это очень важное дело. Хоть кому-то там в голову мысль придет, это и он спасется. Говорят, получен сертификат на костюм поплавок, насколько он надежен, удобен в носке, а самое главное, подъемен для кошелька средней якутской семьи. Ну, в принципе, об этих костюмах вот плавающих я хотел бы сказать, что еще, ну, сколько, 6 лет назад его со спасателями нашими разрабатывали и долго добивались сертификации. Смысл его в том, что человек носит одежду, ну, повседневную. Он не знает, когда провалится в воду, это не специально в воду лезть. Случайно провалился там, в трещину попал, полынью там, или, ну, на лодке перевернулся. В ледяной воде этот костюм 2 часа сохраняет жизнь человека. То есть тепло сохраняет? Да, там, ну, не то, что тепло, там страшный дискомфорт, но не смертельно. Вы знаете, вот у нас в последнее время, вот как сводки с фронта были, вот с 1 сентября, если взять, у нас 30 человек утонуло. Вот Меги на Алдане 4, там Титарах 4, в Томмоте 2, в Усьмае там 2 или 3, в Сангарах там, ну и так далее. У нас огромная цифра погибших людей. На этот год 82 человека утонуло. И такие случаи как можно было бы предотвратить? А если бы они были в плавающих костюмах, все они были живы. Вот в чем беда-то. И стоит он около 10 тысяч, наверное, от 8 там, до 13, по-моему. Но самое главное – это жизнь человека. И то, что сертификат сделали, это его приравняли к спасательному жилету. А так как человек садится в лодку, например, спасательный жилет очень неудобно одевать поверх теплой одежды. И на нем сидят или от ветра укрывается. Потому что если его одевать, надо веревку там между ног протягивать, там застегиваться, ну, не очень удобно. Причем, если несколько раз выходить, заходить. А этот костюм у человека уже всегда под рукой, то есть на теле. То есть это как комбинезон? Да, он как комбинезон. Ну, брюки и костюм отдельно. Но сидя в лодке, там, от ветра, от дождя, человек еще застегнется там. И защищен. Да, и защищен. Мы ежегодно будем спасать до 50 человек. И причем я говорил, что у нас водоемов много. Люди же по одному рыбачат, охотятся там. Сети проверяют на маленькой деревянной лодке, допустим. Он всегда останется живым. Поэтому вот такие костюмы, мне кажется, вот добровольно-принудительно надо внедрять. Оленевский улус несколько лет назад имел опыт. Такой там 2 товарища взяли, им подарили костюмы. И в первую же поездку они на буране ехали и провалились. Буран утонул, а человек плавал. 2 раза выбирался на лед, а потом 15 километров прошел по морозу. В плавающем костюме? Да, в плавающем костюме. И остался жив. И он говорил, что вот если модификации костюма этого до минус 60. Поэтому он говорит, первый раз ехал на буране и дремал, говорит. Обычно мерзнете, а так, говорит, ну, хороший, подходящий для наших условий. То есть такой костюм может как и жизнь сохранить, так и уберечь от мороза и холода. Да, и комфортность людей повысить. Ну, вот этот костюм начинают здесь производить в Якутии. Если поступает вызов в службу спасения, через какое время спасатели могут выдвинуться на помощь? Ну, они моментально. Вот дежурная смена, она постоянно 24 часа в готовности. Но другое дело, у нас очень мало спасателей. У нас чуть больше 100 человек, да?
на всю территорию. Это 30 тысяч квадратных километров приходится на одного спасателя. И с весны, с паводка там, до глубокой осени они все время по командировкам в поисках ну, потерявшихся людей. У нас более 500 человек мы находим в течение года. У них очень напряженный ритм работы. Все время надо быстро-быстро, да. Но беда в том, что спасатели могут там через пару минут уже выскочить в машине и ехать куда-то, но могут на несколько дней застрять в аэропорту. Погода, если не будет, то все. Поэтому мы стараемся развить и общественных спасателей. Российский союз спасателей, есть такая общественная организация, которая в районах находит людей, которые могут и желают помочь людям, и их ну, доучивают, скажем так, чтобы как организовывать поиски, как оказывать там первую помощь, потому что ну, физически они ближе будут. 80% людей погибает в первые сутки после ЧС, поэтому очень важно успеть там доехать куда-нибудь на Яну или там на Индигирку или Манабар, потому что там вот профессиональный спасатель, да, он, ну, можно сравнить его как, допустим, инженер-электрик. Это отдельная профессия. Нельзя вот электрику подсказывать, красный провод соедини с белым там, и, ну, то есть как самолечением заниматься. Поэтому, ну, чем раньше привлекут профессиональных спасателей, тем выше шансы на хороший исход. Хорошо. Николай Александрович, спасибо вам за беседу. Это была передача «Акцент». До новых встреч.